Я Саитова Рамиля. Сегодня 3 декабря 2019 года. Вчера мой коллега по Российской социалистической партии Рамиль Сулейманов подал уведомление о проведении митинга в защиту Куштау в городе Уфе возле Дворца спорта по улице Зорге 17 декабря в 18 часов. По сложившейся традиции, я предполагаю, правительство под руководством Радия Хабирова и Андрея Назарова вновь откажет нам в проведении публичного мероприятия. Несмотря на это, я предлагаю нам всем выйти, потому что отказ в согласовании публичного мероприятия не предусмотрен законом. Куштау – это уникальная гора, две вершины, которые являются одной горой. Это символ любви, дружбы, единения. Я предлагаю выйти всем обнищавшим, всем, у кого, да? Снимай. Да. А что вы? Я снимаю. Чего снимаете? Че? А что снимаете? Какая разница? Подожди, снимай. Да, какая у вас разница? А что, я нарушаю закон? А? Ну, Ну, а что вы снимаете, кто? я же не знаю. А А? вы кто? Похоже. Ну идите дальше, кто вас держит? В чем дело-то? Что? В чем дело тогда? Я спрашиваю, что вы снимаете? Может, я хочу с вами снимать? Нет, нам не нужно никого, помощники не нужны. Продолжать будет? Да. Да. Вот, опять-таки, видите, да, на слово Куштау у нас отзываются гневно, то есть вот так вот нервно реагирует. Очень странно, видимо, это оперативник. Вот, значит, предлагаю выйти пенсионерам, которых лишили пенсий, обманутым дольщикам, обманутым вкладчикам, тех, кто обнищал Смотри, он, видишь, настолько, машину гонит. да, там. тех, кто обнищал настолько, что не может оплатить даже коммунальные платежи. Куштау – это наш последний рубеж. Мы эту гору не сдадим. Вот, у нас еще есть жертвы микрофинансирования. Даже вот по коммунальным платежам, даже по газу предъявляют ведь проценты на проценты, то есть раздевают все возможные организации, даже государственные раздевают простого человека. Что нам терять? Нам терять больше нечего. Напоминаю также, что предлагаю выйти тем, кого оштрафовали за проведение митингов, за участие в митингах, просто за то, что где-то собрались. Нам в любом случае этот рубеж нужно будет отстоять, и нам нужно будет совместно отказаться от внесения вот этих оброченных платежей. Еще раз напоминаю, что да, 17 декабря 18:00. Полиции Каспаров, отдел полиции Китайгора, полицейский водитель. Да, в чем дело? Да, в чем Какие дело? проблемы? Нам поступила информация, что вы снимаете здесь видео, и проводите репортаж на Красной площади. Вот. А все репортажи и все съемки здесь проводятся по разрешению Федеральной службы охраны Российской Федерации. Ну посмотрите, сколько людей. Вот давай покажем, если сколько они людей снимают производят для съемки. частного пользования, Это для частного. А если вы проводите видеосъемку в целях дальнейшей публикации, это нужно согласовывать с Федеральной службой Какая- охраны. вот Все вот эти мероприятия согласуют с Федеральной службой охраны. Если вы хотите, я могу позвать сотрудника Федеральной службы охраны, который в этой части вас целиком проинформирует. Ради бога. Хорошо, пусть нас проинформируют. Пожалуйста. Да как это еще назвать? Вот, посмотрите, сколько людей Да, пожалуйста, осуществляют снимите, видеосъемку. да. Они осуществляют видеосъемку, но И они я просто осуществляю. фотографируются. Почему? А вы осуществляете почему? призыв прийти на подожди. Красную площадь, Не строить на Красную митинг, площадь, вы что? строить митинг. Нет, вот Поэтому он к вам подал. я и подошел, собственно говоря. Нет, вот организатор митинга в городе Уфе 17 декабря в 18:00 в защиту нашей священной горы Куштау
подал уведомление вчера, сейчас мы можем предъявить. Нет, а может быть и не будем предъявлять, потому что это наше личное дело. Нет, мне ваше давление не нужно, оно в другом городе согласовывается Да. с другими органами исполнительной Да. власти. Ну, так, а чё? К городу Москве это отношения никакого не имеет. И что? Поэтому ваши Какие вот уведомления, репортажи? Я чё- его будут рассматривать уже Ну, Подождите, орган вы местного хотите сказать, самоуправления. что Красная площадь не принадлежит лично мне, как гражданину Российской Она принадлежит Федерации? всем, но на ней распространяется особый порядок. Есть 54-й федеральный закон, например, о митингах, шествиях, пикетировании. Вы с ним знакомы? Я что, пикетирую? Нет, я вам что, спрашиваю, вы с ним Я вообще знакомы, я с хочу этим прийти федеральным завтра, я хочу завтра прийти и пикетировать, одиночно Также пикетировать. здесь, я говорю, распространяется особый режим, так как эта территория прилегает к резиденции ну, президента Российской съемки Федерации. разрешены, насколько я знаю, везде. Тут все с Съемки камерами. разрешены, конечно, Так везде. что вы понимаете, зря. каждая съемка, она определенного характера, каждая съемка. Знаете, снимать можно абсолютно разное. Вы Можно снимать эксперт, рекламу. вы эксперт по характере съемок. Я говорю о том, что вы сейчас ведете репортаж, записываете видео для публикации в сети интернет, для распространения в иных средствах массовой А информации. что, это запрещено, Почему что вы ли? решили? А почему вы думаете, что они не будут публиковать? Потому что, я говорю, нам поступила информация. Мы просто так... останетесь. От кого не поступило? Это подходили интересно, к вам. да. Понимаете, мы просто так вот к вам не подходили. Ну мы уже все сняли, хорошо. Ну хорошо, да, да. Есть определенный порядок посещения Красной Как вы площади, вообще территории определили Московского Кремля. тех, которые снимают вот рядом от нас? Так они просто фотографируются, понимаете? А вы Нет, снимаете подожди, репортаж. Это снимаете. две разные вещи. Абсолютно. Это бытовой микрофон, он стоит 200 Микрофон, рублей. да. Ну хорошо. На Красной площади, если вы хотите Ну мы же уже что-либо не снять снимаем, мы с вами для разговариваем. призыва, для митинга, еще просто спуститесь вниз. И там снимайте сколько хотите. Хотите спуститься на Манежную, там тоже есть. А это, пожалуйста. Красная площадь, Александровский сад. Это Вот, две значит, таких не вот территории. Ну, вот я как вывод, что Красная площадь не принадлежит гражданам Первый раз Российской слышу. Федерации. Она принадлежит каким-то неизвестным лицам, которые ограничили доступ сюда. Граждан Доступ России. для Граждан России. России запрещают снимать. Ну а как вы? Своих людей, своих Ну а как подписчиков. вы запрещаете Мы, съемку понимаете, вести? есть определенный порядок. Вот вы приходите в театр. там У есть нас не определенные профессиональная условия поведения. аппаратура, мы тут не даже кино если Приходите в снимаем. другое место, Даже есть если определенные Ну. правила поведения. То есть такие же правила Если с здесь посещением пройдут Московского китайцы Кремля и в составе прилегающей 50 территории. человек и будут все на свете снимать, им никто слов не Нет, скажет. я вам еще раз объясняю, съемка бывает разная. Одно съемка частного характера, когда люди фотографируются для личного пользования, для личной коллекции. А другой, когда снимается репортаж. Я что-то об Это этом съемка. никакого закона не видел, не Есть слышал. правила Нету. посещения Московского Кремля и прилегающей территории. Они Давайте есть в мы открытом прекратим этот доступе. разговор, мы уже закончили Они всё. есть в открытом доступе. Это приказ Федеральной службы охраны. Он есть в открытом доступе, утвержден приказом комендантом Московского С Кремля. какого года действует? Это есть в открытом доступе. Нет, Вы с можете какого взять года телефон действует? и Интересно ознакомиться просто. с Я этим просто всем. не слышал об этом, поэтому хочу знать, с какого года искать. Я вам, пожалуйста, вы можете взять интернет и ознакомиться. Я обязан знать и руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации, но знать их наизусть я не обязан. Ну Этому и закон мы меня не тем обязан. так же. А если вы подготавливаете какое-то А, да, да, я мероприятие, видел, да. пожалуйста, согласовывайте его в соответствии с Мы уже законодательством. закончили. Вот знаете, если вы не будете вот сейчас вот как это да, ну да, А но вы на данный момент? мы вас услышали, все, мы закончили. Да. Все, пошли. Ну как же? Наши действия такое. Поставить вас в отдел для дальнейшего беседы. Объяснить вам кто, что и как. Решение вопроса, подлежит ли данное правонарушение административной ответственности, или здесь нет состава административного Ну я не правонарушения. знаю. Я разговариваю сейчас с вами на полном серьезе. Так нет, ну что, Если что вы я не делаю? понимаете, Что я делаю? значит, я вас сейчас буду доставить в отдел для дальнейшего Какое разбирательства. 3 правонарушение? часа я имею, да. На Красной площади я имею полное платно? право, да, полное право вас Какая норма? доставить по Какая 54-му закону Кодекса? вам Какой Значит, 54-й? призывы У меня к такое выходу личное на митинг на мероприятие. Красной площади решаем вопрос. Не на Красной площади. Размещение УВД. Поехали. Приняли решение. будьте Доставляете. любезны предоставить документы. Повторите. Если приняли решение, то доставляйте. В чем проблема-то? Доставляем.
Когда вы в Москву прибыли у нас? Сегодня Билеты у вас есть с собой? По-моему, я выпросила. в электронном виде все у нас нынче. Да. В электронном показываете. Ну, я оставил в гостинице, зачем мне здесь с собой как таскать? это? А так? Вот, простите, у вас на лбу не написано, то, что вы прибыли. Ну и что? И сколько сегодня. суток я имею право доходиться? Давайте Ваши ваши документы. предъявите, пожалуйста. ваши. Да, вас назовите, скажите, пожалуйста, тоже. Мы хотим знать. Ваш тоже паспорт предъявите, пожалуйста. Так. Зачитайте. Давай. Латыпова Надежда Витальевна, старший сержант полиции. Номер так 209 346. Документы ваши тоже предъявите. Сейчас, минуту. Предъявляйте Давайте документы паспорт и, мой. пройдемте Верните мне дальше. паспорт. Теперь я показываю вам, если вы, вот, у нас здесь все написано, Всё написано. внизу. Что Так что написано? предъявляйте, пожалуйста, тоже ваш Карточку мою дайте паспорт. сюда. Пожалуйста, И ваш. паспорт мой Вот дайте я сюда. ваш паспорт, пока вы будете доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а далее вам отдадут паспорт. А вот, Подождите, кстати, вы сейчас вы... будете изымать паспорт? Вон, нашел, Не смотрите. изымаю паспорт. Вот Нет, билет. верните, Дайте паспорт мне сюда. Верните паспорт, вы что? Я Дайте. паспорт не изымаю. Так вы Я его Дайте мне представитель паспорт. власти. Вы мне предоставите. Паспорт дайте Сначала мне. верните паспорт, потом я обязаны предоставить паспорт. Я вам предоставил, А потом Я верните я его. вас возил. изымать Я паспорт. имею полное право. Вот Изъять открываем паспорт. последнюю страничку паспорта, читаем последний Давайте пункт. прочитаем. Давайте Давай прочитаем. прочитаем. Что там написано? Читайте вслух на камеру. Запрещается изъятие у гражданина Дальше. паспорта, кроме случаев предусмотренных законодательством. А какие А это случаи? законодательство кто в данный момент? Я. Нет, законы-то мы пишем, а не вы пишете законы. Хватит с ума Подождите, сходить. вы не Паспорт, пожалуйста, законодательство. предоставьте. А все, но она тебе не вернула паспорт? Нет. Нет, я не знаю. Так если вы нам не вернете паспорт, мы что мы потом дальше будем делать? Вы сейчас будете доставлены в отдел полиции Китай-город Без для изъятия. дальнейшего Значит, разбирательства. там я вам паспорт и покажу, я вам сейчас не буду Хорошо. паспорт давать. И верните, пожалуйста, его паспорт. Паспорт верните мой. Паспорт мой верните. Мы сейчас пройдем для дальнейшего разбирательства отдела, и там вам отдадут Я там его паспорт. и Нет, предъявлю. вы Какая что, проблема? нет. Верните паспорт мой. Имейте Это в виду, я у на нас прописку там трансляция. могу еще куда-то отдавать. А как гражданин вы у меня не имеете права изымать. Решением суда только могут изъять паспорт. Дайте мне назад Я паспорт. представитель И власти. решение Вы не суда представитель власти. Как тоже я так. Понимаете, документы изымаются протоколом изъятия. То, что он Вот находится у именно, сотрудника, протокол это не где? изъятие. У вас никто его не изымает и не У вас- опечатывает. Вы Ну, это Взяли же паспорт угроза. для дальнейшего Сейчас разбирательства. справку. Никто у вас ничего не изымает, так что вы слова нормально подбирайте. Протоколом изъятия. И у вас вообще его забирают, чтобы вы его не видели. Это вот изымают. У вас сейчас не изымают, у вас паспорт находится в руках у Чё, сотрудника пошли, полиции. Это не изъятие. Товарищи, Выключаешь что ли? Нет, тебе Китай город. запрещенное что-то есть? Да, в да, да. рюкзаке что? Подождите, вы сейчас хотите Мы досмотреть? сейчас вас. Вы хотите досмотреть Да. рюкзак? Да, Поехали. По какому основанию? Потому что мы сейчас вас доставляем в отдел полиции. В целях собственной безопасности мы обязаны вас досмотреть, прежде чем посадить вас в машину. Хорошо, женщину могут досматривать только женщин. Подождите, не Хорошо. прикасайтесь вообще. Хорошо. Сейчас. Вот стоит женщина. Давай, у снимай. вас видно, что стоит женщина? Или вы как? Да. Ганеф, иди смотри. Я не собираюсь садить в машину. Досмотрим. Колющий, режущий предмет.